Ритинский реликтовый национальный парк – одна из главных достопримечательностей Абхазии, ежегодно привлекающая сотни тысяч туристов. Поэтому он стал одним из первых участников пилотного проекта по внедрению онлайн-касс в республике. Сейчас мы увидим, как работает онлайн-касса на примере покупки билета в Ритинский реликтовый национальный парк. Да, первый чек Да, в истории страны. так точно. Данил Вячеславович. Спасибо большое. Конечно, на память. Все, теперь у нас останется. Произошло действительно историческое событие в развитии цифровизации и улучшения качества администрирования налоговой службы, и где первый чек, который был пробит по онлайн контрольно-кассовой технике, как мы с вами могли наблюдать, в онлайн-режиме отражается в программном продукте Министерства по налогам и сборам. Это все стало возможным благодаря реализации соглашения, которое было подписано между Федеральной налоговой службой Российской Федерации и Министерством по налогам и сборам, в рамках которого реализовываются несколько направлений одновременно. Это внедрение онлайн-контрольно-кассовой техники, автоматизированного контроля налога на добавленную стоимость и другие направления. Считаем, что это важное направление, в котором огромное участие и огромную помощь оказывают коллеги из Российской Федерации. Я хочу поздравить коллег из налоговой службы Абхазии. Понятно, что со стороны кажется, что такого просто пробит чек, а вы понимаете, что эти данные, которые были просканированы, это данные уже попали в налоговую службу Абхазии и уже стали частью большого информационного поля, которое с сегодняшнего дня начнет наполняться. Я считаю, что эту историю, правда, трудно переоценить, потому что те технологии, которые можно на это построить, и упростить налоговое администрирование, и сделать более справедливым наполнение бюджета, и сделать понимание экономики более прозрачной, более понятным, на этом можно сделать огромное количество сервисов. Это начало точно непростого пути, но это точно того стоит. Поэтому я желаю коллегам успехов. Я прошу и отнестись налогоплательщиков с пониманием, даже если вдруг в каком-то месте что-то будет идти не совсем гладко. Надеемся, что все будет хорошо, но мы понимаем, как при любом внедрении бывает разное. И в итоге это для страны окупится сторицей, я в этом глубоко убежден. Поэтому только успехов, только вперед, и все увидят результаты этого неимоверного труда, который вроде бы как бы так никому не заметен, но поверьте мне, мы это проходили, это невероятно сложный путь для того, чтобы так легко всем просто выбивались чеки и все было прозрачно. За этим стоит тяжелая работа. Такие кассы еще где-нибудь внедрены в Абхазии? В рамках пилотного проекта будет участвовать около 310 налогоплательщиков. Кассы будут поставляться двух видов, то есть фискальные регистраторы для более крупных организаций, тех, у кого есть система учета, и для ИПшников малого бизнеса будут поставляться как раз-таки вот такие смарт-терминалы, которые мы можем наблюдать на КПП. А как они реагируют? Соглашаются ли устанавливать онлайн-кассы? На самом деле все реагируют положительно, никакого негативного эффекта нет, но есть некие опасения, конечно, в рамках таких локальных вопросов, которые присутствуют, да, там сбой интернета или же отключение света, но программное обеспечение разработано так, что касса может локально хранить данные до 72 часов, и после, когда появляется, будь то свет, будь то интернет, она отправляет данные в налоговую.